Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Что расскажет красный песок о вашем любимом человеке? Давайте узнаем, каким его покажет песок и что про него действительно вам нужно, следует, важно услышать и узнать. Пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, представьте его мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Какую информацию желает передать мне красный песок о моем любимом человеке, либо о том, кто вам интересен? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что песок расскажет о вашем любимом человеке. Какую информацию вам нужно узнать? Так, ну, во-первых, ваш любимый человек немножечко какой-то идет сложной судьбы, и при этом он сам по себе какой-то немножечко капризный, что ли, да, любит быть как будто бы ребенком, да, любит, чтобы за ним ухаживали, там добрые словечки говорили, не знаю, там гладили, обнимали, целовали. Очень уж он нуждается в тепле. Его очень легко привязать именно на вот такое женское тепло. Возможно, с мамой были сложные отношения, либо мама рано ушла из жизни, либо наоборот, мама была холодная женщина. То есть ему как будто бы любви по жизни не хватило. И он в каждой женщине, которая встречается на его жизненном пути, он пытается рассмотреть ту самую маму, даже, ну не маму, неправильно я говорю, извините, а ту, которая будет ему действительно дарить любовь, нежность и ласку. Он сам по себе очень ласковый человек, но сложно ему раскрыться и сложно это все открыть, передать, донести. Романтик, фантазер, здесь очень много у человека фантазии. Он, я не знаю, от каких-то невероятных фантазий, да, он может действительно переходить из фантазийного мира в мир реальный. Причем вот эта грань перехода, она у него всегда стирается. Он настолько вкусно умеет рассказать историю, настолько интересно, интеллектуально может передать какой-то посыл, какое-то знание, какие-то, может быть, навыки. То есть здесь у человека талант, однозначно талант, во-первых, говорить правильно, делать хорошие связки в словах. И также действительно он обладает знанием. Вот он как губка впитывает. Вот все, что ему интересно, он впитывает как губка, и он такой раз напитался информацией, идет, ее очень доступно может передавать другим людям. У него бывают моменты, когда он закрывается ото всех и ото вся. Скорее всего, в эти моменты он молчит, он становится холодным, и его лучше не трогать. И вы, если видели его в этом моменте, вы часто списываете, да, что это, мол, он на меня обиделся, либо на кого-то обиделся. Я скажу вам так, что ни на кого он не обиделся. Это его внутренний, скажем так, система безопасности, да, внутренняя, которая не позволяет ему потерять больше энергии, чем он может потерять. Он должен уходить в такую молчанку, чтобы восстановиться энергетически. Он близко принимает к сердцу все, что происходит вокруг. Знаете, вы можете вместе идти там по улице и увидеть там несчастного котенка, которого там, ну я не знаю, там бросила хозяйка, да, либо там с ним что-то нехорошее случилось. И он скажет: да, это же просто кошка, а вы вот распереживаетесь. На самом деле он будет переживать больше, чем вы. Он может потом на следующий день тайно вернуться, найти этого котенка, отнести там в ветклинику, связаться с волонтерами и пристроить его. Почему-то он стыдится показывать свои хорошие, добрые качества. Возможно, в детстве была вот опять же таки, да, травма, когда он недополучал, когда, может быть, у него был грозный отец, который там говорил: не будь девчонкой, там нельзя плакать, нельзя быть сентиментальным. То есть он вырос в каких-то вот условиях, которые не позволяли ему раскрывать свою творческую душу. Вот этот человек, он мог бы стать, я не знаю, то ли артистом, может быть музыкантом. У него явно есть какой-то талант. Талант очень мощный. Но
из-за детства, тяжелое вот какое-то детство, либо, я не знаю, непонятое детство, может, он жил там шикарно, да, но при этом родители там крайне редко он мог наблюдать, и ему просто по любви не додали, да, вот что-то кроется в его детстве, что ему не хватило. Да, этот человек ищет половинку, очень ищет. Смотрите, очень ему нужна вторая половинка, вас он рассматривает в качестве своей второй половинки, но при этом, вот он, видите, сидит такой, ножки вверх задрал и ничего не делает. Он не делает, потому что он действительно хотел бы быть уверенным, насколько вы именно его женщина. Если вы уже в отношениях с этим человеком, в браке, например, то он тоже периодически может так садиться и ножки вверх задирать. Почему? Потому что его смущают какие-то ваши слова, какое-то ваше поведение. Ему очень не нравится, что рядом с вами кто-то есть. Вот, может быть, мама, может быть, подруга, с кем-то вот вы общаетесь, переносите, передаете данные. Его это просто крайне раздражает. Он не любит, вот честно вам говорю, не любит он вашу маму, либо какую-то вашу подругу, может быть, сестру, да, вот женщины, две женщины рядом с вами. Он их крайне не любит, они ему не нравятся. Он считает, что они вносят смуту, суету в вашу голову, и после этого у вас могут быть там скандалы, и споры, и ссоры. Но при этом он понимает, что он не может вам запретить общаться с ними, и вообще это неправильно. Он все время пытается до вас, скорее всего, донести, что мне вот не нравятся эти личности, почему, там, и дает вам целый список. А вы смеетесь и говорите, да ладно, это же моя мама, ты что, ты мою маму не любишь? И у вас как зацепилось слово за слово и поехало. И вот он, чтобы избегать этих моментов, он говорит, ну лучше я ничего не буду делать, я посижу, подожду, посмотрю, как сложится. Если вы встречаетесь, то действительно этот человек проверит вас от и до. Тут, я не знаю, 7 кругов ада нужно будет пройти, чтобы он действительно сказал, да, 100% моя, я ни в чем не сомневаюсь, позову ее замуж. Он может очень долго откладывать предложение, он может купить кольцо, и оно у него будет лежать, там, не знаю, год-полтора. То есть этого человека его нужно провоцировать, бросать ему вызов, да, и говорить, что... А вот у моей подруги парень там, да, сделал ей предложение после 2 месяцев знакомства. Представляешь, какой смелый мужчина, да, вот как он осмелился, плохо зная там мою подругу, там, или, например, у нее там семья чудная, да, и он не побоялся и сделал ей предложение. То есть, понимаете, вы будете его сравнивать, но не впрямую, что говорит, вот он сильный, а ты слабый, да, а вот как чей-то пример рассказывать, да, тем самым мужчину своего подогревая, стимулируя его. Потому что, видите, он вот в такой позиции, да, в такой позиции он лежит, ножки задрал. И чтобы он наконец-таки с попой встал, да, встал на ноги, действительно, его нужно стимулировать и показывать ему примеры. Открытая конфронтация с этим человеком не пойдет. Он не будет с вами сражаться, потому что, во-первых, он знает, что он сильнее, что он более, там, скажем, поднатасканы, да, в этой теме. И следующий момент — это то, что он вас все-таки любит, уважает и не желает с вами развода, разрыва или расхода. Почему? Потому что знает, что если вы начнете спорить, ругаться, то у вас такой характер, ну, вы, конечно, милашечка, вы, конечно же, красоточка, вы очень мягкая, но рука у вас тяжелая. И он это знает. И знает, что он сам обидчивый, да. Вы можете просто на пустом месте там рассориться в пух и прах. И он этого не будет допускать. А вы, я вижу, что он вас немножечко раздражает каким-то, я не знаю, у него время резиновое, он как будто бы, знаете, вот у него 9 жизней, да, он никуда не спешит, он никуда не торопится, он живет так, как ему нравится. Это ваше мнение о нем. Но я вам скажу, что да, он тоже переживает, да, он тоже думает. Но для него, он себе говорит, я типа однолюб, да. И у него, кстати, возможно, даже были какие-то темные истории в прошлом, особенно когда он был совсем молод. Вот то ли он влюблялся как-то безответно, то ли над ним девушки смеялись, то ли была у него какая-то прям такая жуткая абьюзерша, которая просто там, не знаю, без подарочка двери ему не открывала, да, грубо говоря. То есть принес мне подарочек, принес, тогда заходи, я тебе дверь открою. Не принес подарочек, иди вот где хочешь, там деньги ищи, и мне обязательно подарочек приноси. Вот этого очень сильно боится. Знаете, этот человек не пойдет к проституткам. Вот извините, вот я так прямо скажу. Почему? Потому что он не признает такой любви за деньги, он не будет этим заниматься. Для него это вообще противно. И для него очень важно, чтобы вы тоже это понимали, чтобы вы никогда его не стимулировали, да, интимными вещами, да, интимом на, ну, там, я не знаю,
чтобы он вам что-то купил, сделал, да, это для него вообще, это просто бесит его. Запомните, с этим человеком так нельзя. У этого человека в голове 3 дела. 3 очень важных дела. Первое дело касается того, чтобы у него была богатая семья, богатая жизнь, довольная, ребенка хочет очень сильно. Либо ребенок, да, либо чтобы вот, если у него есть дети, то чтобы они, выросли там, я не знаю, достойными людьми. А вообще, да, он хотел бы, вот если нет ребенка, то он хотел бы ребенка. Ему, кстати, все равно, мальчик, девочка, ему хочется в кого-то, вот как в него не доложили, да, вот эту любовь с детства, ему хочется вкладывать именно в ребенка. И третья его мечта — это уехать куда-то, переехать, уехать куда-то, вот у него тянет в дорогу какую-то. Может быть, ему кто-то предсказал, может быть, он сам для себя определил, что мне нужно там, да, что здесь жизни как-то не очень, да, мне нужно туда ехать. Куда, может быть, он еще до конца и не знает, у кого-то, может, знает, у кого-то нет, но тем не менее, вот у него такие мысли есть. Семью он хочет с вами. На сегодняшний день вот вы ему заходите прямо для семьи. Если мужчину вы смотрите женатого, то этот мужчина ничего не будет делать. Он из семьи не уйдет. Он как сидел, так и будет сидеть, вот так ножки задравши. Потому что, да, я понимаю, да, почему он так без любви, да, ему просто любви не хватает, и в браке ему не хватило. Ему почему-то кажется, что брак, он просто отрезает всю любовь. Если женатый, то все, это табу, ничего не будет делать, он будет там сидеть на попе ровно. Если мужчина свободный, то вот здесь, конечно, можно его будет растормошить. Знаете, как он начнет действовать? Он начнет действовать, когда увидит, что вы теряете к нему интерес, что ваши чувства угасают и переходят в дружбу. Его это очень сильно напряжет и напугает. И тогда он начнет активничать. То есть, знаете, вот он сам себе придумал такую сложную схему каких-то проверок, перепроверок, да, насколько она там честная, насколько она открытая, насколько она там меня любит, что он сам уже понимает, что это уже too much. Но сделать с этим пока ничего не может. И вот страх потери вас, он заставит его активно действовать. Так, тут у него какой-то сюрприз есть, я не знаю, либо есть, либо будет. Возможно, вы забеременеете, если вы вот смотрите на своего мужчину. Вот просто вот видите, ребенок из шапки выходит, да, из такой сюрприз, неожиданность. Если вы забеременеете, то это будет самый счастливый человек в мире. Он будет вас на руках носить, оберегать вас, я не знаю, там, с первого дня вашей беременности будет вот так вот все вам подносить, там, следить, на каком вы стуле сидите, устойчивый, неустойчивый, что вы кушаете, кушали ли вы, что вам нужно, там, принеси, подай. Может просто превратиться в какую-то мамочку заботливую. Но, да, вот это все решит, если вы забеременеете, решит именно в сторону того, чтобы была семья. Но человек, конечно, такой, знаете, непростой, слишком много заморочек. Лично я, если вы не в серьезных отношениях, да, если вы так присматриваетесь друг к другу, я бы подумала, несколько раз подумала. Потому что жить немножечко с таким, я вот не хочу никого обидеть, да, но этот человек уж слишком сильно заморачивается на каких-то проверках, на каких-то испытаниях. Вы знаете, я не удивлюсь, если он может даже залазить в вашу сумочку, да, просматривать ее содержимое, в кошелек может залезть, может попытаться там, да, телефон просмотреть. То есть этот человек может он немножечко неврастенник, и он, какой-то маниакальный синдром у него здесь немножечко прослеживается. Поэтому вот если ваш мужчина, вот он вышел, да, типа тихий, спокойный, сидит на попе ровно, знаете, что у него там чертики водятся. И лишний раз вот прям подумайте, нужно либо не нужно. Так, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.